12 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,23 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,98 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляют: 1 доллар США от 10,2364 до 10,23 сомони, 1 евро от 10,9888 до 11,16 сомони, 1 российский рубль от 0,1475 до 0,1505 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром символически поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть марки Brent составила $82.72 за баррель, марки WTI $77.45 за баррель. Цена на золото растет в четверг утром, следует из данных торгов. Инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые могут показать дальнейшее замедление роста цен и составляет $1886.75 за тройскую унцию. Национальный банк Таджикистана предоставил российской платежной системе «Золотая корона» лицензию для деятельности в республике. Срок предоставленного 10 января разрешения для работы этой системы на таджикском рынке составляет 5 лет, сообщает об этом пресс-служба регулятора. В сообщении отмечается, что оператором данной системы является расчетно-небанковская кредитная организация «Платежный центр». «Золотая корона» работала в Таджикистане до 2020 года, занимая более 80% рынка денежных переводов без открытия банковского счета из России. В декабре 2019 года НБТ запустил работу Национального процессингового центра по денежным переводам без открытия счета. «Золотая корона» отказалась присоединяться к созданному центру, обосновывая свои действия тем, что новый порядок расходится с российским законодательством. Группа корейских специалистов прибыла в Таджикистан для изучения на предмет финансирования технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Джалалиддин-Балхи-Джайхун-Нижний Пянж. По данным Министерства транспорта Республики, финансовая заявка на привлечение капитала из Республики Корея в реализацию ТО данного проекта была сделана в Финансовый институт Корейского агентства международного сотрудничества в сентябре 2022 года. Визит указанной рабочей группы в Таджикистан продолжится до 13 января текущего года, по результатам которого в центральный офис указанного финансового института будет представлен соответствующий отчет. Ожидается, что реализация проекта строительства железной дороги Джалалиддин-Балхи-Джайхун-Нижний Пянж соединит южную ветку железной дороги страны с железной дорогой Афганистана. Также данный проект предоставит возможность соединения среднеазиатской железной дороги со странами Востока. Министр энергетики Казахстана Болат Акчакулов заявил, что Россия поддержала транзит в Германию казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба». Мы ждали официального подтверждения от коллег из Российской Федерации, потому что пропуск через их границу. Устное подтверждение мы получили, я думаю, не будет проблем. Пока устно есть, письменно еще нет, сказал Акчулаков. По его словам, Казахстан может поставлять в ФРГ до 1,5 миллиона тонн нефти в год, но максимально, что мы можем выдать 6 миллионов тонн в год, сказал Акчукулов. В декабре 2022 года сообщалось, что за 2023 год Казахстан планирует поставить в ФРГ 1,2 миллиона тонн сырья. О том, что Россия готова одобрить заявку Казахстана на транспортировку нефти в Германию, говорил и российский вице-премьер Александр Новак. Также Акчакулов пояснил, что основным маршрутом для экспорта нефти в 2023 году для Казахстана остается нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума. Центробанк России с 13 января возобновит проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщил в среду 11 января российский Центробанк. Рубль ответил на эту новость укреплением курса. Операции будут проводиться Министерством финансов России в валютной секции Московской биржи в инструменте китайский юань-рубль. Минфин в своем заявлении объяснил необходимость перезапуска бюджетного правила желанием повысить стабильность и предсказуемость внутренних экономических условий и снизить влияние изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику России.